Самым крупным объектом в стране станет Бишкек-арена. Он строится с необычным архитектурным дизайном. Теперь международные матчи, турниры, крупные мероприятия мирового уровня будут проходить именно здесь. Стадион рассчитан на 51 тысячу зрителей. И это не просто спортивный объект, это шаг к развитию не только спорта, но и имиджа нашей страны. Работы идут полным ходом, задействована вся необходимая техника, работает более 3000 строителей. Процесс здесь не останавливается ни на один день. Здесь уже полностью завершили витражные работы, а работы по металлоконструкции поэтапно подходят к финишу. Сейчас оформляют фасад, он будет современным, уникальным в стиле юрты. Вот сначала монтируют такой каркас. Потом после каркаса идет монтаж алюминиевого композита. И внутри тоже проводим электрокабеля для освещения. То есть ночью будет она светиться, да? Масштабы данного объекта действительно впечатляют. Диаметр арены составляет 280 метров, а высота 70 метров. Расстояние между рядами составляет чуть меньше 1 метра, а значит зрителям будет здесь удобно комфортно передвигаться, при этом не мешая друг другу. Здесь также предусмотрены 44 лифта и 46 выходов и входов. Это важно для быстрой и безопасной навигации. Посадочный, то есть вот бетонную поверхность мы шлифуем, ремонтируем, то есть готовим под сиденье. Сиденье мы тоже скоро начнем уже. Здесь будет эти поручни будет. Вот если мы все закроем, если не перилами, вот так будет. Все это рассчитано. И здесь тоже будет поручень. То есть когда будут подниматься, надо держаться и проходить в эти свои ряды. Ну, здесь у нас осталось только уже поле само. Поле. В принципе, все остальное уже работы почти идут к завершению. А поле какое будет? Поле у нас будет гибридное, то есть 70% натуральные, будет 30% искусственные. То есть это те, которые по бокам будут. В основном у нас сейчас идем почти к завершению. Мы уже делаем отделочные работы, тоже финишные работы. Посадочные места сейчас тоже скоро начнем. И, в принципе, если здесь к концу месяца уже здесь все закончим, вот металлоконструкцию, и вот эти лишние металлы, то, что вот это рассчитано под упор металлоконструкции, вот это все демонтируем и все демонтируем. Здесь уже все чисто будет. А вот скажите, вот это весьма такое необычное архитектурное решение и кровля в форме тундука, да? А как она будет закрываться? Какая часть будет закрыта, какая открытая? У нас стадион, вот по центру у нас само поле будет открытое, а остальное, все посадочные места будут все закрыты. То есть у нас осадки не будут попадать на зрителей. У стадиона будет отдельная трансформаторная подстанция и котельная. А чтобы зрителям было комфортно находиться, на стадионе установят современные системы вентиляции и шумоизоляции. Котельная у нас будет газовая будет. Все это рассчитано под такую площадь стадиона. То есть все. А 2 трансформатора это для освещения. Для освещения, да? Освещение, то есть оборудование, все рассчитано. Самые верхние места расположены на высоте 60 метров. Это примерно уровень 20-этажного дома. Но зрителям нет необходимости переживать. Здесь предусмотрены все необходимые меры безопасности. Им останется лишь наслаждаться атмосферой и происходящим на арене. Совсем скоро Бишкек-арена станет точкой притяжения для спорта и масштабных событий. Красиво и современно будет не только внутри стадиона, но и на прилегающей территории. Для посетителей предусмотрено достаточное количество парковочных мест.
Эта шахта предназначена для вентиляции самого поля, то есть чтобы она не пожелтела, не заплесневела для этого. И здесь мы закроем этот проем закроем в виде формы мяча, то есть она как будет декоративная. И здесь мы начали благоустройство территории, то есть под тротуарные плитки мы уже заливаем основание бетоном. Также здесь у нас имеется медиастоянка вот со стороны МУРАС. Здесь есть тоже заезды автомашин. Вот минус первый этаж тоже есть заезд, парковочные места. И чуть ниже есть на минус втором этаже тоже парковочные места. Также у нас здесь предусмотрен амфитеатр. Амфитеатр, как в парке у нас, как в парках же есть эти амфитеатры, вот такой же рассчитан. То есть там тоже свой экран будет, могут люди прийти, там футбол посмотреть, концерт. Стадион будет соответствовать международным стандартам ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации. Бишкек-арена станет крупнейшим спортивным объектом не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии. Строительные работы планируется полностью завершить ко Дню независимости нашей страны. Первыми почетными гостями Бишкек-арены станут делегации стран, которые примут участие в 6-х Всемирных играх кочевников. Стоит отметить, что данная спортивная инфраструктура станет доказательством того, что Кыргызстан способен за короткий срок построить столь крупный объект с большим значением для страны. Ахмер Нурдинова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.